Видим, наверное, вот это. Пока здесь побуду. Теперь засвечивается, но... Зачем ты мне ноги сделал? Алексей Георгиевич, здравствуйте. Вы нас слышите? Меня слышите? Есть связь, коллеги? Да, хорошо вас слышно. Вы нас слышите тоже, да? Да, я вас тоже прекрасно слышу, да. Здравствуйте. Все отлично, все замечательно. Сейчас будем начинать уже. Пока можно выключиться, сейчас через 5 минут начнем. Через 5 минут, да? Да, через 5 минут. Отлично. Ты знаешь, один, если внизу, или один у меня в куртке. Он уже едет через 10 минут. Ага. Да, и даже найдешь, что есть, которые здесь работают. И как кнопка, то есть все откроешь. Еще не выходи. То есть он не будет выходить. Он там, то есть просто кнопка. Он снял и пускай его вот сюда, просто. Он за линию картонки не должен сильно выходить. Чего? Не надо, прям с лампы. Угу, было бы здорово. Да. Ну что, коллеги, будем начинать? Как вы меня слышите? Все ли? Можно меня как-то поближе, чтобы меня нагнедало? Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствуем вас на нашем международном методическом семинаре. Сегодня с нами два замечательных специалиста в области психологии. Это Серебряков Алексей Георгиевич. Здравствуйте, Алексей Георгиевич. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте. Наталья. Да, и специалист нашего института Аверин Александр Викторович. Сейчас хочу предоставить слово Алексею Георгиевичу. Он нам расскажет достаточно интересные вещи в области психолого-педагогического сопровождения в профессиональном самоопределении обучающихся. Пожалуйста, начинайте, Алексей Георгиевич. Коллеги, очень рад приветствовать. Благодарю организаторов за предоставленную возможность выступить. Надеюсь, что вы меня слышите и видите. Дайте плюсиками в чате. Все ли в порядке, хорошо слышно, и вы готовы
к погружению в нашу интересную тему. Заодно я пойму, сколько у нас участников. Отлично. Я иногда, вероятно, буду задавать вопросы, поэтому был бы благодарен, если вы бы со мной тоже бы задавали вопросы мне, дискутировали. Так наше выступление, мое выступление будет еще более полезным и эффективным. Итак, но для начала я хотел бы представить свою компанию. Я представляю Центр тестирования и развития гуманитарной технологии. Наш центр создан в 1996 году на базе факультета психологии МГУ имени Ломоносова. Научным руководителем нашего центра бессменно является заслуженный профессор МГУ Александр Григорьевич Шмелев, известный тестолог и специалист в области образовательных и психологических измерений. И вот в течение всего этого времени, уже скоро нам будет 25 лет, наш центр занимается разработкой методов, методик, подходов в области профессионального самоопределения учащихся. Профориентация, да, сейчас такое слово в обиходе, многие знают и занимаются даже этим направлением. И первый мой вопрос. С профессиональной ориентацией в школе вы как-то были связаны, был ли у вас опыт? Занимаетесь ли вы вот этим интересным направлением? Буду от вас получать ответы и сразу же давайте договоримся, мы таким образом будем с вами поступать. Я буду читать свою лекцию, а вы задавайте мне вопросы. Я не буду на них сразу отвечать, я их буду собирать, и потом, когда будет очередной модуль, я тогда буду отвечать на эти вопросы. Итак, ну что, коллеги, как мы видим современные подходы и как мы видим работу в плане профессионального самоопределения учащихся именно в нашем представлении, в чем наша концепция. Мы считаем, что профессиональная ориентация учащихся – это такой комплексный системный подход, вернее, системные подходы, комплекс подходов, который включает в себя 5 основных элементов, очень взаимозавязанных и важных. Причем каждый подход логично и системно связан с другими, и только все вместе дает в совокупности, дает эффективную профессиональную работу. Потому что иначе, знаете, если мы будем отрывочно проводить, допустим, диагностику, но без результатов, проводить лекции, но не рассказывая про тенденции рынка труда своего региона, заниматься с детьми, которые не замотивированы, и пытаться им что-то пояснить, а уровень осознанности в данном, например, классе или в данной группе является настолько низким, что ребята совершенно не замотивированы погружаться в это направление. И, конечно же, профориентация не может обходиться без практических занятий. Много можно говорить, показывать, рассказывать, даже водить на экскурсию, но важно дать попробовать ребенку. И все это должно вместе работать на некоторую помощь в плане профессиональной готовности и осознанности учащегося. Поэтому мы выделяем 5 основных элементов, 5 подходов. Диагностико-консультационный. Он больше помогает ребенку понять себя и понять рынок образования, рынок труда, понимая ключевое слово, видите, в нашей системе. Конечно же, после того, как ребенок понимает себя, понимает какие свои интересы, возможности, ему интересно узнать, какие ресурсы существуют, чем может помочь ему система образования региона, какие профессии, перспективные, востребованные профессии через 7-8 лет, когда он выйдет на рынок труда. Это информационно-обучающий подход. Узнаю, ключевое слово. Бывает, что мы начинаем даже не с диагностики, а когда мы видим, что уровень осознанности и готовности очень невысокий, мы начинаем работать с детьми через игры, либо какие-то интерактивы, через активизирующий подход. Пытаемся сначала увлечь, заинтересовать, и только потом уже подходить к другим подходам. Ну и, конечно же, увлекаюсь у этого подхода, ключевое слово. Ну и, конечно же, нельзя
по-серьезному вовлечь учащихся, с нашей точки зрения, если мы не дадим им возможность попробовать. Практикоориентированный подход, погрузиться в то или иное дело, сделать проект, сделать что-то своими руками или вместе в команде. И все это работает на то, чтобы подвести учащегося к самостоятельному выбору. Выбираю, ключевое слово. Мы это называем профессиональная готовность к выбору, либо осознанность к выбору будущей профессии и образования. Вот в таком ключе мы и реализуем и свои подходы, и через эти подходы мы переходим к конкретным методикам и осуществляем работу. Я сейчас хочу остановиться на каждом подходе чуть подробней. Моя презентация загружена в системе, я думаю, всегда ее сможете скачать и воспользоваться в будущем. Поэтому я, может быть, не буду очень конкретно, поскольку мое время ограничено, проходить по всему кругу задач. Но на основных элементах я хотел бы остановиться. Итак, пойдем прямо по подходам. Я приведу примеры методов и методик в рамках этого подхода. Ну и, конечно же, немножко коснусь неких перспектив наших разработок и вообще разработок наших коллег, к чему это может привести, какие есть тенденции в рамках каждого подхода. Итак, диагностико-консультационный подход – это установление соответствия потенциала респондента тому или иному виду профессиональной деятельности. И это происходит путем сопоставления его способностей, особенностей, склонностей. И с одной стороны, и с другой стороны, сопоставление с рынком труда, с возможностями системы образования, ну и, конечно, профессиями, которые востребованы на данном рынке труда. Часто диагностико-консультационный подход, знаете, в работе школьных психологов, специалистов во многом это тестирование. Вот вы, коллеги, если вы работаете в области профессионального самоопределения, тестируете школьников? Если у вас опыт в этом, какие-то есть наработки? И если вы тестируете, то какие методики вы используете, интересно, если вы помните? Было бы интересно понять и поговорить вам о том, что даже тесты, казалось бы, с их огромным количеством на рынке, к сожалению, на 90% это не очень качественный продукт, исходя из наших исследований. И часто наши коллеги используют и устаревшие, и невалидные методы. Поэтому я призываю вас здесь быть более осторожным при выборе таких методик и, конечно же, понимать цель диагностики. Поэтому превенционные тесты и комплексы тестирования – это очень важно. И, знаете, хорошо бы, чтобы эти комплексы касались не только интересов, но и важно, чтобы мы изучали и способности, и компетенции, и личностные особенности ребенка. И вот в совокупности мы могли бы дать более полную картину об склонностях ребенка и подвести ко второму часто элементу, который остается всегда, знаете, где-то за гранью диагностики. А в чем цель диагностики? Ну, ведь не для того, чтобы сказать, вот, мальчик, ты человек по системе, там, климат человек, вот, тебе хорошо работать с людьми, и вообще вот, мы тебе рекомендуем заниматься социальными видами работы. Это же сейчас очень мало, и мало что скажет. Мы должны подвести в результате диагностики конкретным профессиональным направлениям, конкретным образовательным траекториям. И вот современные тесты как раз выдают такие рекомендации, отчеты, которые помогают не просто абстрактно коснуться там человек-природа или тебе техническое направление мы рекомендуем, а конкретно как построить это направление, почему, опираясь на твои интересы, например, или способности, мы тебе это рекомендуем. Поэтому, видите, диагностико-консультационный подход, он слит. Мы вообще считаем, что сама диагностика должна обязательно заканчиваться консультацией, разъяснением, интерпретацией результатов. Это является важным элементом
тестирование без консультирования – это неполноценно. Но и тест – это не все подходы, не все методики. Конечно, наверное, вы и видели, и проводите интервью, либо собеседование, либо анкетирование. Сейчас развиваются нейропсихологические программы диагностики. Но тоже здесь, знаете, надо очень быть внимательным, потому что сейчас модная тенденция одевать нейрошлемы и изучать ребенка, исходя из его активности на мозговой деятельности, но это настолько сложная и пока еще исследовательская программа, что по большому счету большинство разработок, особенно коммерческих на нашем рынке, на мой взгляд, еще не проверены и должны вызывать у вас весомую долю скепсиса. Я не знаю, вот если на вашем рынке вы сталкивались с предложениями либо по нейроинтерфейсу, либо, что еще хуже, если мы сейчас будем уходить в психографический по почерку, либо по отпечатку пальцев. Вот, представляете, 21 век, а мы еще до сих пор часто доверяем вот таким интересным методам, которые, конечно же, во многом не только не исследованы, не проверены, но часто являются просто профанацией в работе. И, конечно, если говорить про будущее, то я бы обратил внимание, что в диагностике очень важно является, помимо точности измерений, репертуарные решетки прекрасно, что если вы используете. Это очень здорово, но тоже этот метод настолько сложный и наукоемкий, что надо еще хорошо настроить его. И второй очень важный элемент. Посмотрите, насколько важно в диагностике, когда мы начинаем сопоставлять потенциал ребенка, и точно и валидно измерять его особенности, способности, но и иметь хорошие, точные прогнозы тенденций на рынке труда и востребованных профессий. Насколько важно после диагностики построить довольно-таки полезную картину или траекторию движения. Чаще современные тесты – это не только валидные элементы измерения индивидуальных особенностей, это еще и сопоставление его особенностей, я имею в виду учащегося, с конкретными возможностями на рынке труда, с предложениями. Да, их много. Ни в коем случае нельзя останавливаться там одним или двумя консультациями по профессии. Нет, целый репертуар можно сценариев в развитии карьеры. Вот почему важен консультант. Но тот консультант, который работает, или это школьный психолог, или специалист, он должен понимать и рынок образования и труда. Он не только должен быть специалистом в области личностной психологии и понимания особенностей человека и педагогической психологии. Он еще должен быть сейчас специалистом, который понимает рынок труда, понимает профессии и в чем-то должен быть профессионалом. Вот такая вот сложная задача, если говорить про серьезную диагностико-консультационную работу, стоит перед нами. Из рекомендаций, которые я мог бы вам, я вот вижу и организаторские способности, но не адаптирован ли КОС для именно школьников, 8-9 классов, что тоже является важным, и где эта адаптация, апробация проводилась. То есть всегда смотрите на еще выборку, для кого эти измерения были разработаны, и нельзя тест для взрослых спускать на детей, так же, как нельзя использовать тесты детские, грубо говоря, на студенческой выборке. Что я могу порекомендовать? Из доступных, бесплатных возможностей, в частности, обратите внимание на наш портал proforендатор.ru. Это наш основной ресурс. Платформа, там есть целая выборка, целая рубрика тесты. Это, например, очень разные направленности для разных возрастов.
Все они вот именно в этом разделе бесплатные. Это и на интересы, есть и на личностные вот, личности профессии, на личностные особенности, есть там тест по способностям. Вы выбираете возраст, видите цели и спокойно можете использовать эти методики. Они, как правило, экспресс, простые, потому что более комплексные, требующие консультации, конечно же, это более длительная работа, и она платная. То есть есть и платные предложения, которые, как правило, это уже включает в себя и консультирование. Но тестирование в данном случае открыто, и если вам будет интересно, можете познакомиться, можете связаться с нами, можем вам прислать какие-то или провести дополнительный вебинар по рассказу по методикам, чтобы вы знали, как ими пользоваться и могли их интерпретировать. Вот обратите внимание на наш портал. Вы до встречи со мной, моей лекции, знали о нем? Дайте плюсик или минусик. Слышали об таком ресурсе? О том, что бесплатно можно тестировать хоть целые классы, хоть целые школы по разным методикам. У нас на сайте примерно около 60 методик, которые, ну, посмотрите, коллеги, ну тогда милости попрошу познакомиться, пользуйтесь, специально для вас разработанные программы. И каждый год мы обновляем, дополнительно валидизируем эти продукты. Они довольно-таки простые, но все равно требуют погружения, и прежде чем использовать на детях, попробуйте опробировать на одном-двух своих знакомых, либо сами хотя бы познакомьтесь с конструктами и с вопросами, с результатами. Есть интересные, например, тесты, которые помогают понять там грубо социально-гуманитарное направление или техническое, гуманитарное или технарь. Какой уровень образования можно порекомендовать, исходя из склонностей и способностей ребенка? Как личностные особенности могут быть связаны у каждого с какими профессиональными направлениями? Как интересы могут работать? И тесты есть и для младшей школы, и для средней, и для старшей. Познакомьтесь, коллеги, тогда я буду очень... Ну, вот, Марина Анатольевна, я вижу, одна из немногих, кто знает наш ресурс. Я, коллеги, рекомендую вам с ним познакомиться. Ну и вообще посмотрите, тут много интересно, и мы собрали и описание профессий, и здесь много статей с прогнозами, мы выдаем. Есть у нас подписка, подписывайтесь на наш ресурс, мы будем рады помогать вам делиться прогнозами по рынку труда, по профессии будущего, по тенденциям на рынке образования. Это все то, что может быть вам интересно. Ну что ж, если мы с вами начнем уже работу, например, интерактивную, допустим, диагностическую, то, конечно, мы плавно перейдем к информационно-обучающему подходу. Потому что, поняв свои компетенции, поняв, как эти компетенции могут быть полезны в той или иной профессиональной деятельности, мы, конечно же, должны раскрыть, рассказать о спектре возможностей ребенка, сопоставить, объяснить, почему такие способности важны в таких профессиях, а почему вот такие интересы важны, например, при построении той или иной образовательной траектории. И здесь в инвестиционно-обучающем подходе мы можем говорить и об учебных пособиях, сейчас вот много рабочих тетрадей, справочников, атласов профессий, статьях. Это все тоже полезно. Хорошо, что это замотивированные, если, конечно, дети. Конечно же, сайты, коллеги, ресурсы сейчас. Столько много интересных ресурсов по профессиям, это может и видео обзоры профессий, это могут быть какие-то видеообзоры интересных компаний, чем занимаются, отраслей, индустрий. Образовательные выставки – это еще один важный элемент. Ну, конечно же, нет дверей вузов и организации СПО, ярмарки вакансий, экскурсии на предприятии, презентации специалистов. Это же, конечно же, вот весь тот репертуар, который не то что можно, но и нужно использовать. Потому что, если говорить про банки вакансий для искателей и работодателей, открывайте там работу в России, либо Суперджоп, либо HeadHunter, смотрите, какие вакансии сейчас предлагают работодатели вашего региона. Смотрите, какие вакансии центры занятости предлагают. И вот это вот вы можете спокойно открывать
детям, учащимся, и учить их, как самим самостоятельно пользоваться такими ресурсами. Ну а в будущем стоит обратить внимание, что, конечно же, будут появляться вообще очень, я думаю, их много, они уже появляются. Интересные такие онлайн-сервисы, уже интерактивные, которые будут помогать и в поиске, и анализе информации о профессиях, и сопоставлять данные, и строить траектории, может быть, дорожные карты, в зависимости от выборов детей. Но это чуть впереди. А вот сейчас уже что можно порекомендовать? Ну вот, в частности, рабочие тетради. Сейчас несколько авторов, серьезных авторов и авторский коллектив разрабатывают подобные либо методички, либо рабочие тетради. Я обращаю внимание на вас то, что вошло в рекомендацию именно по учебно-методический комплект по дисциплине технологии. Тот продукт, который выпустил издательство «Просвещение», «Моя будущая профессия». Это наша совместная тоже разработка, где для 8, 9 и 11 классов в течение 36 часов в среднем можно прям детально по урокам пройти различные направления. Для 8 класса посвящен больше метапредметным подходам, и как предметы, именно дисциплины школьные, связаны с профессиями, и почему мы изучаем и нужно изучать те или иные профессии. А 9 класс уже больше построен на ориентировку профиля. То есть как профильно строить обучение, почему этот профиль ближе к тебе. Там не только информация, там и тесты, там целый комплекс работы, но который прям по урокам, по профилям, либо по предметной специфике идет. А 10-11 класс вообще очень интересно. Мы касаемся вот этой интересной темы soft skills и вводим детей и педагогов внимание, почему важны универсальные компетенции в будущем, и как их поднять, как связать эти компетенции с успешным карьерным развитием, и что стоит за вот этим интересным, модным сейчас направлением, которое так называется soft skills. Вот, например, это и информационная поддержка, и обучающая, но и здесь уже, видите, есть и тестирование, то есть можно, получив информацию о предметной специфике, о профильной, либо о универсальных компетенциях, понять, а какие тебе ближе и какие у тебя наиболее выражены факторы. Познакомьтесь, я думаю, что в онлайн, издательство «Просвещение» активно методики позиционируют. Я думаю, что и на сайте «Просвещения», и в онлайн-магазинах можно заказать, а может быть в ваших учебных заведениях уже есть. Поскольку это комплект входит в учебно-методический комплект, то, вероятно, вы уже даже приобрели ваша школа или приобретет в ближайшее время вместе с учебниками по предмету технологии и подобный комплект. Но активизирующие, это они не вот вопрос сразу, чтобы Анастасия Алексеевна, в федеральный перечень учебных пособий я не знаю, входит ли, может быть, как комплект входит, то есть понятно, что входит сам учебное пособие, технология, а это как дополнительное приложение, поэтому надо уточнить. Но это легко через издательство «Просвещение» все выяснить и прояснить. Что касается еще очень важного аспекта, я думаю, вы меня тоже поймете, поддержите. Часто вот такая вот даже серьезная работа, диагностико-консультационная, либо информационная, часто и закладывает очень серьезную и подготовку специалистов, и серьезную работу. Но мы получаем фиаско, потому что мы выходим на то, что дети не замотивированы, не очень заинтересованы в этом. Они думают, что все выбирали профессию родители, и до них это дойдет. Сейчас есть много чего интересного, общения, даже тоже ЕГЭ, но никак не задача
связанные с выбором профессии. Уж как-то решим, дойдет дело. Еще там 2-3 года, думают там девятиклассники или восьмиклассники. А одиннадцатиклассники думают, ну вот как ЕГЭ сдам, так как получится по предмету, так и пойдем. И вот все это приводит к тому, что нет этой осознанности. И очень важно уже на уровне средней школы начинать активизировать, мотивировать детей. И вот цель активизирующего подхода – это формирование мотивации и внутренней готовности к самостоятельному и осознанному построению своего профессионального и жизненного пути. И вот здесь уже мы в партнерстве с нашим коллегой, у нас очень хороший эксперт, партнер Николай Сергеевич Пряжников, который помогает нам, он очень много сделал в рамках этого подхода. У нас есть совместные продукты, чуть позже расскажу. Вот здесь активизирующие карточные настольные компьютерные игры. И вообще через игру, через тренинги, через какие-то мотивационные упражнения, программы, а может даже ролевые игры и моделирование. Вот здесь мы пытаемся достучаться через игру. Ну вот там пример приведу вам. Даже сейчас известный очень коммерческий продукт «Монополия». Ведь в свое время он создавался именно коллегами, специалистами зарубежными, которые преподавали в строительном колледже и в девелоперской, ну и рассказывали про development, про риэлторство, как это построен рынок. И вот педагоги разработали такую игру, чтобы детей как-то вовлечь, рассказать им. Вы помните, там же улицы, дома, отели, все это строится. Это потом, наверное, стало уже таким больше поп-коммерческим продуктом. А ведь это тоже обучающая была игровая, на базе обучающей игровой методики это было выстроено. Педагоги давно уже пытаются заинтересовать через игру, через какие-то нетривиальные подходы, через тренинги. И, конечно, мы видим, как сразу меняется, как вовлекается. Вот знаете, к нам приходит часто, у нас большое количество и в онлайне, и в офлайне родителей, которые заказывают диагностику, пресс-консультацию. Вот на пресс-консультации можно увидеть, там серьезный тест профориентатор, обязательно с консультацией. И часто родители приводят за ручку, и мы видим потухшие глаза. Но когда после консультации мы предлагаем поиграть в игру, например, профессионал, сейчас чуть больше про нее расскажу, мы видим, как уже родитель уходит в сторону, хотя он был до этого основным заказчиком, он хотел выяснить, а у ребенка загораются глаза, он начинает мыслить, думать, хотеть, желать и действовать. Поэтому очень вообще это перспективный подход. Я даже рекомендую в большинстве российских школ именно с него начинать и с конкретных игр, не знаю, с какими возможностями, если у вас скажете, Алексей, а все-таки, а что конкретно? Ну, начните хотя бы с игры «Профессионал», вот автор и заводчик профессор Николай Сергеевич Пряжников. Мы уже вторую версию выпустили. На сайте профориентатора вы можете найти это предложение. Это недорогой комплект методический, который позволяет сразу приобрести и обучающий, там есть инструктаж, и сам карточный комплект. И раскладывая, это индивидуальная карточная игра, раскладывая игра, ну, по различным предпочтениям ребенка, мы говорим про условия труда, которые ему интересны, почему интересны, какие орудия труда, в чем цели, ценности он видит. Примерно около 45 минут, час такая игра, да, она индивидуальная. Мы видим, как по-другому совершенно начинает смотреть на выбор профессии уже учащихся. Есть групповые игры, есть тренинги, у нас большой очень, да что говорит, у нас целый лагерь профориентационный. Мы вот в этом году, к сожалению, летом мы его не будем проводить, исходя из ситуации, которая сейчас складывается. Но вообще дети в течение 2 недель вместе с специалистами из разных областей, в зависимости от профильной школы, играя и создавая какие-то реальные уже проекты, погружаются в 8, 9, 7 классе в ту профессиональную реальность, которая их ждет через 7-8 лет, представляете? И эти тренинги и программы выстроены, и лагерь выстроен таким образом, что там психолог со специалистом из того или иного направления, ну, например, IT, это программисты, там у нас из Яндекса, либо других, а сейчас научные, там медики, либо генетики вместе со школьниками делают реальный проект, а потом родителям это все презентуют в виде проекта. Тут и цель, и результат, и некая пока игровая, но уже реальность.
приближенное к тому, что их ждет в будущем. Вот такие вот продукты, на мой взгляд, наиболее перспективны сейчас. Наверное, на них и надо сделать упор, поскольку тестов много. Но видите, вот есть уже разработки, есть уже кто много, сколько мы 25 лет разрабатываем тесты на разные направления, почти что исчерпали все вопросы, которые могут быть. А вот здесь еще непаханное поле в того, как мотивировать, как заинтересовывать, как вовлекать детей и школьников. А потом уже диагностика, а потом уже информационно-обучающий подход, потому что это уже становится поле не, так сказать, удобренное. Знаете, мы можем сажать семя вечного, полезного, важного в сухую почву, как незамотивированную. И что мы получим, какие ростки? И что мы получим, если мы подготовим уже, будет интерес, да уже сами дети будут нас двигать и заставлять еще активнее погружать их в это направление. Ну и, конечно же, все это должно скорее заканчиваться, на мой взгляд, цикл должен подходить, конечно, к практикоориентированному подходу. Здесь вот мы больше говорим про метод профессиональных проб, которые давно уже разрабатывались, и уже давно, помните, хотя бы наши учебные УПК, учебно-производственные комплексы. Благодаря нему я получил свою первую профессию, я водитель, получил права. Не могу сказать, что я стал водителем профессиональным, но это мне очень помогло в дальнейшей своей работе. Моя мобильность намного изменилась, когда я получил права и стал разбираться в автомобиле и вообще в структуре и в основных особенностей понимания там автомеханики, автотехники. Конечно же, наверное, и в вашей школе сейчас начинают развиваться и давно уже, может, практикуются творческие работы, там курсовые проекты, практические рефераты. Здорово, если это какие-то еще мастер-классы и решения деловые кейсы, которые взяты из реальной практики, что ребята вместе с специалистами либо с студентами решали конкретные задачи, которые стоят перед промышленностью, сферой услуг. Сейчас развиваются конкурсы и соревнования профессионального мастерства. Я сейчас немножко скажу прям конкретно. Сейчас это уже можно сегодня начинать рекомендовать интересные очень программы. Ну и, конечно, практики на предприятиях, организациях, знакомства. Все это тоже очень важно. И вот здесь тоже очень много интересных сейчас подходов и интересных проектов, которые разрабатываются. Ну, в частности, я хочу вас наверное, вы слышали про проект «Билет в будущее». Да? Кто-то уже участвовал. Это проект движения WorldSkills, хотя в нем есть там и некий вначале диагностический этап, что очень важно. Но мне он нравится тем, что в рамках этого проекта дети после этого погружаются через либо профессиональные пробы, через профессиональные фестивали, знакомятся с конкретными делами. И вместе со специалистами могут либо сделать, либо решить кейс, либо что-то обсудить. Вообще движение WorldSkills сейчас набирает обороты, это очень такое перспективное направление, оно именно направлено на практику, чтобы ребята больше увлекались. Да, сейчас это больше как конкурс, соревнования для, скажем так, лучших, которые уже осознанно и серьезно этим занимаются. Но ведь другие дети смотрят, что получается у учащихся соседней школы, колледжа, и тоже начинают задумываться, а почему мне бы не достигнуть вот таких практических результатов. Или вот совершенно новый проект, который я хочу тоже вам порекомендовать, «Большая перемена». До 1, по-моему, июня принимаются заявки, может даже сейчас и продлят, до 22 июня коллеги продлят. Это очень интересный проект, который тоже начинается с диагностики, но комплексный, и позволяет дальше уже через эссе презентовать свои достижения, а дальше показать себя в каком-то направлении, в командной работе, решить какой-то кейс, работу и выйти уже на реальные проекты, которые предлагают крупные компании,
государственного масштаба, там РЖД, Росатом, Роскосмос, и вместе со специалистами в в командном взаимодействии уже решать, как в онлайн форматах, так потом будут еще полуфиналы и финалы в очных форматах. То есть, знаете, это, вот если вы слышали про конкурс «Лидеры России» для взрослых, то это вот такой конкурс, который я бы так назвал, некие лидеры будущей России, ребята, которые проявляют свою активность, деятельность, и там очень хорошие призы. Вы не поверите, там 300 победителей получат 1 000 000 рублей за лучшие проекты, кто выиграет конкурсы. Там десятиклассники 8-9 классы получат тоже 300 тысяч рублей, плюс возможность там учиться платно в направлении ДПО. Учащиеся 10 классов могут деньги использовать в обучении на небюджетной основе. Посмотрите, познакомьтесь, почитайте. Это все очень здорово и четко описано. Вот еще проект, который я рекомендую. Вот «Билет в будущее» и «Большая перемена» – это вот такие серьезные новые проекты, которые именно направлены на то, чтобы и практикоориентированность вводить, да, и чтобы помимо школьной программы, изучения школьных дисциплин, открывать что-то новое, либо практические занятия и компетенции, практические профессиональные компетенции, как WorldSkills, skills, либо социальные компетенции, и лидерские, и творческие компетенции, исходя из вызовов, которые сейчас стоят перед нами в проекте «Большая перемена». Вот что происходит. Такие проекты будут, я уверен, развиваться, их будет появляться все больше и больше, и они специально сделаны для того, чтобы показать детям весь спектр возможностей, помочь и показать, что не только предметная деятельность, ведь знания, умения, навыки очень важны, но сейчас не менее важным становятся те самые универсальные и практически профессиональные компетенции, которые не стоит думать, что они там в вузе или после вуза будут развиваться в компании. Они развиваются уже сейчас. Их можно развивать уже сейчас, начиная со средней школы, например. И уже практически можно начинать даже работать. Наше законодательство 14 лет это позволяет делать. То есть, чем раньше мы вовлекаем, чем раньше дети задумываются о этой проблеме сначала, профессионального самоопределения, потом начинают себя реализовать и что-то достигать, тем успешнее во многом, я уверен, это показывает наше исследование, будет их профессиональная жизнь. Ну вот, видите, на примере там участия 8-9 классов я бы хотел показать именно целостность и системность нашего подхода. Диагностико-консультационный подход поможет определить профессиональные склонности и понять какие направления подготовки, там, профильного образования. При этом эволюционно-обучающий расширит профессиональный кругозор уже в рамках интересующих направлений, поймет, что конкретно на рынке труда региона, какие возможности, какие требования к специалистам рынка труда будущего, очень важно. Если что-то не заводится, если не хватает, то здесь помогает активизирующий подход. Он уже увлекает, формирует некую познавательную позицию через игры, через конкурсы, через кейсы. И эта увлеченность становится очень важным. Это как мотивация, которая потом будет помогать, как ветер в паруса, который будет помогать реализовывать себя в будущем. А уже пробуя себя в разных проектах, понять, что все-таки ближе, что получается, реальный результат деятельности и реальное погружение, это вот все создает очень важный элемент, некую формирование профессиональной готовности и осознанности в выборе. Потому что задача самоопределения или там учащихся, это в том, чтобы раскрыть ему, учащемуся, весь спектр возможностей, его возможности рынка труда, его мотивацию, его практические навыки и оставить его с самостоятельным выбором, который он должен сделать сам, и даже не столько с выбором, а сколько с этими компетенциями, которые помогут ему выбирать профессию или выбрать профессию и компанию в будущем. Ведь это же постоянно, ведь учиться и мы, и уж наши дети, и наши учащие будут всю жизнь. Это постоянная спираль.
из цикла в цикл переходящее, которое будет меняться рынок труда, будут новые требования. Смотрите, как все меняется даже вот сейчас, за эти 2 месяца, как кардинально все изменилось. И вот в таком изменчивом, неопределенном, быстро развивающемся мире предстоит жить нашим школьникам, учащимся. Поэтому важнейшим элементом становится именно подготовить его, сделать адаптивным к выбору. Не решить за него, не указать на всю жизнь или даже на 10 лет, а дать ему вот те самые ресурсы самому, чтобы он смог самостоятельно выбирать, адаптироваться, меняться, учиться и опять выбирать. Идти по этому сложному и постоянно меняющемуся карьерному пути. Вот что важно. И вот эта системность позволяет это сделать. Пройдя, допустим, в средней или в среднюю школу, а мы начинаем с детского сада уже, консультировать даже родителей, уже приходят, мы на каждом этапе опять возвращаемся к диагностике. А что, студентам на выпуске или даже на время экватора нужно понять, сверить, чистый, правильно ли он выбрал свое направление. А что, не ждет тестирование, диагностика при поступлении на работу, а потом при оценке потенциала? Конечно, ждет. А смена деятельности. И вот смотрите, на каждом этапе есть свои вопросы, есть задачи. Сейчас мы разработали методику даже для предпенсионного возраста. Специалистов, которые хотят уже сейчас, то есть, находясь в 50+, изменить спектр работы, может быть, перейти на дистанционную работу, на домашнюю, может быть, какие-то освоить новые компетенции. И вот это также я могу такую же лекцию сказать и о предпенсионерах, как о школьниках. Но цикл примерно таков. Только чем с каждым годом, с каждым десятилетием у нас прибавляется опыт и знания, которые нам помогают. Вот опыта и знаний у наших школьников пока немного. Поэтому вот мы должны в мотивацию и в приобретение опыта вложить очень много для них. И научить их самих делать выбор. Ну, моя, знаете, такая, может, изъезженная, если вы слышали уже метафора, она только известна. Наша задача в плане профессионального самоопределения не дать раскрыть прилавок, допустим, с рыбой и сказать, слушай, вот тебе рекомендуем, вот, например, приобретай там у нас карпа или окуня или щуку. Вот мы тебе очень вкусно рекомендуем, вот у нас она водится, вот, пожалуйста. Нет, мы должны дать ему удочку, научить ловить рыбу, а дальше он уже поймает свою рыбу в этой метафоре. То есть он должен действовать сам и должен начать выбирать. Мы должны создать ему предоставить возможности показать свой мир, как его понимать, как представить, прогнозировать мир вокруг, мир профессии, мир образования. Как двигаться, как развиваться, потому что это постоянное развитие является ключевым элементом. Ну и как пробовать, как реализовывать себя в практической деятельности. Итак, всю жизнь, коллеги. Моя лекционная часть подошла к концу. Я благодарю вас за внимание. Теперь готов ответить на ваши вопросы. Да, спасибо большое. Алексей Георгиевич, вот здесь поступило 2 таких достаточно интересных вопроса. Первый. Доступны ли профигры для детей коррекционной школы с интеллектуальными нарушениями? И насколько они сложны? Коллеги, да, вы знаете, вопрос очень важный. И мы, к сожалению, у нас нет не только там лицензий, не специалистов, которые вот во многом... Это особая область, связанная с детьми с инвалидностью, с ОВЗ. Мы сотрудничаем с движением Обилимпикс и с коллегами, которые работают. Мы даже разработали методики, правда, не для детей с интеллектуальными нарушениями, а для маломобильных групп, для слабослышащих, слабовидящих. Вот если говорить про интеллектуальные нарушения, это самое тонкое, ведь их большое количество и разные выраженности. Поэтому, знаете, я пока могу только порекомендовать вот движение Обилимпикс, и там коллеги более профессиональные, более компетентны в этой области. К сожалению, я не могу.
Да, спасибо большое. Сюда, пожалуйста. Так, и тоже такой, ну, примерно такого же порядка вопрос. Есть ли адаптированные профтесты для детей с ОВЗ и инвалидностью? То есть для тех, кто уже заканчивает школу, чтобы вот куда-то профориентироваться, уже идти обучаться на профессию? Да, да. Ну, во-первых, вот, значит, если я три вещи предложу. Значит, у нас есть для 4 нозологий и есть вот для маломобильных, для слабослышащих, слабовидящих и с общими заболеваниями ОВЗ есть методика, которая называется, вот просто зафиксируйте, называется «Профвозможности». Она позволяет, исходя из, ну, во-первых, понимания той нозологии, которая стоит за каждым из учащихся, ему рекомендовать именно те направления, мы проводили исследования вместе тоже с коллегами из РГСУ, из Эбилипекса, какие направления наиболее подходящие, да, с данной нозологии, и какие перспективы есть, какие учебные заведения работают с теми или иными учащимися с такими нозологиями. Итак, это про возможность, это наша методика. Но вот в проекте «Билет в будущее» и в прошлом году, и в этом году еще больше будут методики и на интересы, и на профессиональные склонности для большой группы нозологии, больше, чем у нас. Там и будут интеллектуальные расстройства, и аутизм, и ЗПР, да. И вот я уже думаю, что этим летом можно будет в проекте «Билет в будущее» познакомиться, очень точно познакомиться с этими методиками под разные нозологии. И там, что интересно, там и для 7-х отдельно, 8, 9, 10, 11 классы, то есть еще и разные возрастные группы. Поэтому в этом году, я думаю, мы продвинемся вместе с ними. Спасибо большое. Спасибо большое. Все, до свидания. Спасибо вам большое и успехов вам в сотрудничестве. Я надеюсь, что чем-то был сегодня вам интересен и полезен. Да, огромное спасибо, Алексей Георгиевич. Всего доброго. Всего доброго.